Погостец Усть-Кулом на реке Вычегде и на устье речки Куломки возник в 1646 году. Территория села с давних времен разделена на 10 частей местечек. В местечке Макарщик поселились первые жители села, выходцы из Вишера. Именно в этой местности были построены школа и клуб. В конце 19 века построены больница на 10 мест, дом врача, инфекционная больница и усыпальница. Всего усть-куломцами было построено 3 храма, которые в начале 20 века представляли собой целый архитектурный ансамбль. В фонде Национального музея Республики Коми сохранились уникальные фотографии с храмами Усть-Кулома. По архивированным данным, в 1932 году в селе Усть-Кулом совершил посадку первый гидроплан. На другом берегу реки Вычегда была оборудована аэроплощадка. 15 июля 1942 года райисполкомом выделено почти 4 гектара лугов колхоза «Красный партизан» под Усть-Куломский аэропорт. В 1957 году построен новый аэропорт, который мог принимать самолеты Ил-14 и Ми-2. Дата открытия пристани в Усть-Куломе не установлена. Известно, что 15 августа 1878 года в село впервые прибыл пароход Булычева, который владел Сергеевским солезаводом и имел 3 парохода. В 1986 году завершили строительство дороги с твердым покрытием Сыктывкар-Усть-Кулом, и люди стали пользоваться автотранспортом. История села хранит еще много интересных исторических фактов, событий, мест и достопримечательностей, о которых я вам расскажу в своих следующих видеосюжетах. Каджиром – поселок в южной части муниципального района Печора на левом берегу реки Исаковка, недалеко от устья реки Каджиромка, у железной дороги в 86 километрах от города Печора. Название связано с гидронимом, который, вероятно, произошел от коми Каджиром Йоль. С коми языка Кэдж-Орем переводится как «разрыв излучины», где Кэдж – излучина, а Орем – разрыв. В феврале 1988 года в Каджироме было создано общество российских немцев Айнхай, которое продолжает свою деятельность под руководством Троценко Натальи Юрьевны. Основная цель общества – это сохранение и развитие национальной культуры. Проводятся обрядовые и традиционные праздники – Рождество, Пасха, праздник урожая. На сохранение коми-культуры направлена деятельность межрегионального общественного движения Коми-Войтер. Активистом движения Галиной Васильевны Сметаниной создан музей-изба коми-быта, который вызывает интерес жителей и гостей поселка. Основной вклад жителей поселка – это мирный труд на благо Родины. Но каджиромцы не остались в стороне от трагических событий истории. 63 ветерана Великой Отечественной войны принимали участие в освобождении страны в 1941-1945 годах. 7 воинов выполняли интернациональный долг в Афганистане. Обучающиеся нашей школы работают над поиском и систематизацией информации о каджиромцах, которые внесли вклад в историю не только поселка, но и всей страны. Скородум. Коркорочрот питане облама. Сойнім селен Скородум. Важен комієн шікти слома. Німс чуштивле міленю. Міангрезди родисуна. Пепрад, олік, даундрон. Пашкетчисне, омачисне. Вуж єставлен крепит. Йон. Война каде юзезужне, уджалисни лунда вой, естай шогана яушне, шиктен пукисне льокдой. Война бырын колхоз кыттыс, аштыс водитысны нянь, буден мыс да кукань быттыс, конюшняен вов да чань. Сюджа скоро думыш петыс, уна нимала на морд, налыен мыс биса щетыс, мышка сошлыс в на борт. Ворсны, щывны, йозет кужлыс, йокты высны шен, да вальс, таны композитор чужлыс, юрган коли сащи спас. Он скоро думат выльмыс, гогорасвай, интернет, унами чакерка кыптыс, нышта кола шей совет, овже дырна,
Мусашиктей, скоро думай, эш вою. Тенчи доджес, огнашиптей. Ты на меня, чужанмо. Заповедный Кажем – это место, которое, как никакое другое, сохранило свою атмосферу маленького поселка, раскинувшегося по склонам пологих холмов над гладью голубого пруда. Среди этих невысоких холмов, покрытых светлым сосновым бором, в Кажеме притаился уникальный памятник горнозаводской цивилизации. Под высокой плотиной до сих пор высится фигурная башня доменной печи, которой вторит устремленная ввысь колокольня церкви, а рядом зияет пустыми окнами здание заводской конторы. Горнозаводская цивилизация, как она есть, без современных переделок, без пластмассовой реставрации. Нужно сказать, что железоделательный, или как его чаще называют, чугунолитейный завод, это единственный на территории Республики Коми памятник промышленной архитектуры федерального значения. В Кажеме живут трудолюбивые, гостеприимные и талантливые люди, которые очень любят свой поселок с его богатой историей. В поселковой библиотеке оформлена выставка, где представленная заводская продукция вызывает большой интерес. А пока очень хочется, чтобы про мой любимый поселок узнали как можно больше людей. Мы с нашей семьей в 2009 году приняли участие в акции «11 чудес Коми», в рамках которого по результатам онлайн-голосования выбирали 11 достопримечательностей республики. В результате среди победителей на 9-м месте оказался Кажемский железоделательный завод. Несколько лет назад весь исторический комплекс Домной заводскими постройками, валом от плотины, зданием заводоуправления и церковью был включен в реестр памятников истории и культуры федерального значения. В поселке на данный момент живет 160 человек из 230 прописанных, но несмотря на это осталась немалая часть молодежи. Поселок находится на берегу Большая Визинга. В округе находится небольшое количество болот и озер. Миматышам Керка Дора Камиола Меча Дыр Олыш Миян Поселок. Шибанова Анна Егоровна. Комьянка Макаранна. Сылышме Касяюалны Меча Первая Олыш Ясилыш Миян Поселок, да Меча Первая Улича Ясилыш. Тая вели поселок за ними баня янг. Это майка. А туграм се пукти снестан юско дивизилта, escuchание слопта. А были снестаны церковья, часовня, Разговор был. Я кушал сюда, пекарня сюда. Тали вели только куим барак. Первый барак, второй барак и третий барак. Это стандартный дом, я с снег отнес, но мы годы се сомна вылявунали, которые были микайдима. Всеки ставил, вели роча, сильная, и комедии. Коша с ним мортно. Что были на Первая улица Шуграма? Улица? Да, улица, с Первая Всеки улица. не улица звал, се улица Сони вытесня. Всеки не звал. Просто собственно туграм ем звал. А первая постройка с кучом вылез? Барак яш. Барак? Барак. А те тянглы заводжили? Каждый куст, каждый лист, каждый цвет. Перелетные птицы и даже вороны краше здесь, и таких больше нет ни в Нью-Йорке, ни в Сочи, ни в Бонне. Край отцов наших, дедов возделанный край, край бескрайних лесов и лекарственных трав. Сыктывму, я тебя воспеваю. Село Вольтино расположено в Усть-Кламском районе Республики Коми, на правом берегу реки Вычегды, в 3 километрах от устья реки Воль. Люди жили здесь с давних времен. Первые упоминания села Вольтино имеются в переписи населения в 1707 году Ялинского уезда. В 1719 году здесь имелся лишь один двор. Фамилия владельца Улешов. В 1932 году началось строительство нового школьного здания. Недавно при школе открыли музейную комнату, в которой есть уголок, посвященный истории школы. Уголок Коми избы. Знаменитые люди. Каждый населенный пункт славился своими людьми. Из села Вольтино вышли немало знаменитых и известных. Калимов Аркадий Пантелеймонович. Всю жизнь Аркадий занимался поиском своих корней, расспрашивал старожилов о своих дальних родственниках. Эти изыскания он воплотил в поэму
зовет отцов. Много страниц в этой поэме уделяется его прапрапрадеду. Уляжев Вячеслав Тимофеевич, кандидат физико-математических наук, доцент, родился в селе Вользино. Надов Лениан Алексеевич, краевед, историк, уроженец села Вользино. Статьи Лениана Алексеевича печатались в газетах и журналах Республики Коми на родном коми-языке. Уляжев Олег Иванович, кандидат филологических наук, автор более 300 научных трудов, из них 8 монографий. Занимается литературным творчеством. Уляжева Полина Алексеевна, краевед. Она живет с девизом «Знать историю села, где родился, рос, где живешь, как развивается село, район, республика, знать, с кем ты рядом, бок о бок живешь, работаешь, какого он роду племени, это должно быть в крови». Знаете ли вы, сколько лет в этом году в августе исполнилось нашей республике Коми? 100 лет! А вы знаете, что и наше село в этом году юбиляр? Сколько лет исполнилось нашему селу? Илона? Нашему селу 641 год. Юные краеведы хорошо знают историю своей малой родины. В составе сельского поселения Усть-Вымь 6 населенных пунктов. Село Усть-Вымь, поселок Черный Яр, деревни Оквад, Иб, Полавье, Конец-Озерье. А я поделилась с ребятами информацией о храмах Михаила Архангельского мужского монастыря и предложила собрать пазлы на эту тему. Духовная история усть-вымчан неразрывно связана с книгой, и за какую бы нить из канвы из жизни древних коми мы бы не потянули, отовсюду всплывает образ святителя Стефана Пермского. Давайте знакомиться. Эмилия Степановна Федяева – моя прабабушка. Она живая достопримечательность села Усть-Вымь. Во-первых, как сказительница, хранительница местного фольклора в 4-м поколении. Во-вторых, как обладательница солидной коллекции платков. Благодаря ее рассказам о фольклорных традициях древнего села Усть-Вымь были восстановлены местные обряды. Например, обряды коми-свадьба и сенокос. Особая гордость усть-вымчан связана с именем Николая Михайловича Дьяконова. Актер, режиссер, педагог, драматург. Вся его жизнь в этих профессиях, и в каждой из них он был талантлив. Витя Оланит. Мирна Каркирос районса шойна тысикта пыренны. Кычы почитаю стыдмавды. А вот сатая Артабек Шертис. Таева из коми выралан лумпас, коми промысловый календарь. Ко черти ваш коми ез вылом тыдыны, кучем пемас выла корпетны кыщины. А шурас тая лумпас из бронзы ищитетик кырчмакас, шойна тысикчань матен эшва берег дорыш. Ыкмысыт класса велочищ зонкалы. Шурс ыкмышы шишимдас витет воин. Сыкиси эснатыт, муйтая мен республикан лоас исторической памятникан. Артобъект шаншикточ пырны кола кык километр. Тая улича с новым медведчиком профессиональный композитор Александр Осипович Ним. Силан уна научный уч, код ясасчиама коми ескаса фольклор туяламлам. А наш тамян шикнемес гагарта ю, тая уджит код фишер ю, наичитик пенан ю. Но на щик сайенеш. А меньше на что соты. Мы чужан щиктат, канты чужен, олын, йорташен, сбылищ майбер. И тачите на куда скысканы, пыр.